Добрый день, уважаемый слушатель. Э, Меня зовут Рустем, фамилия Нуркенов. И этим видео я хотел бы начать курс обучения игры на домбре. В этой сфере я более 20 лет, и из них более 10 лет я непосредственно преподаю. И за это время я приобрел немало опыта. И в этом курсе я хотел бы с вами поделиться этим опытом и могу вас заверить, если вы будете придерживаться моего плана и постоянно выполнять домашние задания за 5 уроков, вы можете освоить базовый уровень игры на домбре. Но сначала я хотел бы чуть-чуть ознакомить вас с домброй. Домбра это гриф домбры, это струны, две струны. И вот эти перетяжки, это называется перне. И это самое главное, что нам надо. Сейчас я хотел бы продемонстрировать вам удары по правой рукой. И это видео я специально записываю без монтажа, как бы на полевых условиях, чтобы более естественно выглядел этот урок. И заранее прошу прощения, если будет что-то не так. Теперь удары правой рукой. Смотрите, на домбре мы играем левым пальцем, указательным пальцем вниз, большим пальцем вверх, указательным вниз, большим пальцем вверх. И хотел бы я заметить, что, наверное, вы все знаете, как сидеть на домбре, все видели, и я не хотел бы просто для галочки для этого останавливаться, а сразу непосредственно к урокам. То есть удары правой рукой. Давайте сначала попробуем удары вниз. Указательный палец и вниз. И вниз. Играем вниз. Желательно играйте ногтями. Вниз. Вот так попробуйте около 10 раз. И теперь вверх тоже ногтями, но с большим пальцем. Вниз, вверх, вниз, вверх. Я хотел бы заметить, более правильная игра это с применением кисти. Вниз, вверх, вниз, вверх. То есть кисть чуть-чуть поворачиваем и играем вниз, вверх. Теперь давайте попробуем один вниз, один удар вниз, два удара вверх. Еще раз. Еще раз. Теперь два вниз, два вверх. Два вниз. Теперь один вниз, три вверх можете. И это как бы упражнение для правой руки. Если вы левша и пишете левой рукой, не проблема. Просто держите домбру наоборот, и правая рука для вас будет обозначать левая рука. И наоборот. Теперь переходим к следующей теме. Это левая рука. Левую руку мы нажимаем здесь с подушками.
сначала без удара правой руки попробуйте на любом месте нажать. И мы должны чтобы было более качественный звук, чуть-чуть прижимаем, но не сильно. Вот так, чтобы был звук. И чтобы мы чуть на миллиметр не доставали до перни. Миллиметр. Это что касается левой руки. И давайте сразу перейдем к непосредственно к упражнению. На домбре есть 19 перней. То есть 19. Это стандартная домбра, везде так. Для вас есть два выхода. Вы можете, как я, написать и скотчем прикрепить на каждой перне 1, 2, 3, 4. Или простым фломастером написать сбоку, сверху. С 11 до 12, 19. 19 перне это включительно последняя перетяжка, которая связывает гриф с основной частью домбры. Надеюсь, понятно я выразился. Вот. Держим седьмую. Вернее, это, если так считать, третья точка. У некоторых сбоку, у некоторых домбры это непосредственно на грифе. Вот первая точка, вторая точка и третья точка. Это седьмая перня. Седьмую держим вниз. Удар вниз. Потом средним пальцем восьмую нажимаем вверх. Безымянным девятую вниз. И мизинцем десятка вверх. То есть у вас должно получиться вот так. Еще раз попробуем. Имейте в виду, что большой палец левой руки должен обязательно быть прижат к грифу. Нежелательно, чтобы он где-то вдали гулял вот так. Допустим, вот так. Нежелательно. А желательно, чтобы вы прижали это к грифу. И еще один момент. Наоборот, не надо прижимать ладонь к грифу. Я так знаю, что много людей, когда начинают игру на домбре изучать, многие прижимают ладонь, а большой палец наоборот. Здесь надо наоборот. Извините за повтор. Большой палец прижимать, а ладонь наоборот не прижимать. И обязательно надо, чтобы было все свободно. Не напрягайте левое плечо. И давайте попробуем. Вниз, вверх, вниз, вверх. 7, 8, 9, 10. Вот так можете поставить на паузу и несколько раз поиграть. Теперь следующее упражнение. Точно
на этом месте остаемся, но играем наоборот. 10, 9, 8, 7. Надеюсь, понятно, да? 10, 9, 8, 7. Это очень сложно, я понимаю, но надо играть, и вы сможете, если чуть-чуть позаниматься. 10, вниз, 9, 8, 9 вверх, 8 вниз и 7 вверх. Теперь смотрите, это упражнение вы можете играть вниз, 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 вниз или вверх, 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 вверх. Можете по-разному играть. Главное, чтобы звук был чистый и звонкий. Теперь давайте чуть-чуть усложним. 7, 8, 9, 10 и наоборот сразу. 10, 9, 8, 7. Еще раз. 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7. Теперь, если вы это хорошо усвоили, давайте теперь эту технику игры будем играть на целом грифе дамбы. Начинаем с первой перни. 2, 3, 4. Вы, наверное, замечаете, да? Я специально ближе поставил, когда нажимаете соседние перни. Рука желательно не должна вот так быть. Желательно, чтобы было все собрано. Не забывайте про большой палец, он ничего не нажимает. Просто, как бы, условно говоря, прикреплен. Приклеен. И вот так. Начинаем с первой, потом начинаем со второй, начинаем с третьей, четвертая, пятая, шестая, седьмая, пятая. Надеюсь, вы запомнили. Это просто упражнение, чтобы нарабатывать хорошую технику игры. И когда вы можете с 1 до 16 перни, и когда вы начнете на 16 играть, 16, 17, 18, 19 и наоборот, 19, 18, 17, 16, 18, 17, 16, 15 и вот так. То есть наоборот. Не забываем про большой палец. Не должен открепляться. Обязательно он должен стоять. Это очень важное упражнение, чтобы в дальнейшем нашей технике не было никакого изъяна. Я надеюсь, вы все поняли. Если это понятно, вы теперь можете играть еще более сложное упражнение. Это мы точно так же все повторяем. С 1, 2, 3, 4, но заметьте, большим пальцем нажимаем параллельно среднему пальцу. То есть, если мы начинаем с первой перни, второй палец уже на второй перне. Вниз, вверх. Видите, да? И точно так же повторяем со второй перни.
когда начинаем со второй перни, большой палец уже на третьей перне. Вот так. И так все вниз. И вот так до конца. Если не будет трудно, наоборот, сыграем. Это, то есть, уже третье упражнение. И еще раз повторим, что мы сегодня прошли. Это удары правой рукой на пустую струну. Потом левую, без ударов, чтобы мы смогли почувствовать гриф домбры. Потом 7, 8, 9, 10 с ударами. Потом 10, 9, 8, 7. Когда это мы уже усвоили, начинаем с первого перня все вниз. Со скачками на один перне. То есть начинаем 1, 2, 3, 4. Потом начинаем со второго. Начинаем с третьего. Надеюсь, все понятно. До конца и наоборот. У всех, кто играет наоборот, то есть снизу наверх гриф, с первого раза никогда не получается, потому что у многих людей эти два пальца не рабочие, они редко используют, а чтобы стать рабочими, надо много играть это упражнение. Это упражнение очень важно. Заметьте, очень важно. И последнее упражнение. Начинаем с первой перни, но уже добавляем большой палец, который всегда лежит параллельно среднему пальцу. Надеюсь, понятно. Уважаемые, я хотел бы вам подсказать в конце урока, как заниматься. Желательно хотя бы 5 минут эти все упражнения, задания выполнить. И 5 минут отыграли, 10-15 минут отдохнули, максимум 30 минут по своим делам и еще раз 5 минут. То есть хотя бы в день по 5, 6, 7 раз по 5 минут каждый раз сыграть. И для следующего урока это будет достаточно. Если у вас есть вопросы, можете написать на номер WhatsApp, который у вас есть, и обязательно вышлите мне видео, как вы занимаетесь дома. То есть мне главное, надо, чтобы у вас было видно левая и правая рука. Обязательно выполняйте домашнее задание и отправляйте на проверку мне. На этом урок окончен. Надеюсь, все было понятно.